Дальше попытка телевидения измещения. Уважаемые делегаты, дорогие гости, представители общественности, неправительственных организаций, средств массовой информации, руководители и представители общественно-политических организаций Республики нашей, мы приветствуем вас на съезде, очередном съезде политической партии Амцахара. Съезд посвящается, сегодняшний съезд нас посвящается о ситуации в нашей общественно-политической ситуации в нашей республике. На эту тему мы и позвали, в очередной съезд созвали, чтобы все мы имели возможность высказаться на этом съезде. Съезд политической партии Амцахара проводится в соответствии с уставом партии, в отведенные для этого сроки. На съезд было делегировано 550 человек. В работе съезда, как мы видим, сегодня принимают участие порядка 2000 человек. Также у нас на съезде присутствует порядка 15 героев Абхазии. С вашего разрешения я хочу объявить работу съезда открытой. Спасибо за то, что вы приняли приглашение участвовать в работе этого форума. Нам важно ваше мнение и готовность к сотрудничеству в обсуждении наиболее важных общественных и государственных проблем, к поиску их решений, а также, чтобы власти могли услышать о претензиях и проблемах, волнующих народ. Партия Амцахара на сегодня является единственной оппозиционной силой в Абхазии. Потому и ставим серьезные стратегические вопросы для выполнения своих уставных задач. Для участия в выборах в местные органы власти, которые пройдут в 2016 году, и парламентских выборах в 2017 году. Для этого мы должны быть консолидированы. Как никогда будет проведена реорганизация партии, и она должна пройти безболезненно. Мы в своей дальнейшей деятельности должны в разы улучшить работу с молодежью, задействовать их потенциал во всех происходящих процессах в стране. Подготовленная молодежь в будущем должна заменить нас во всех сферах жизнедеятельности государства, во всех сферах жизни. Главной задачей любой политической партии – это борьба за власть. И наша партия не исключение. И мы конституционным путем будем добиваться к приходу власти. Нас постоянно упрекают в том, что мы, Амцахара, были партией власти. Но хотим напомнить еще раз, что партией власти являлась Единая Абхазия, которая и сейчас остается партией власти. А мы поддержали власть, чтобы предотвратить то, что произошло 27 мая 2014 года. А когда это случилось, мы сделали все, чтобы предотвратить кровопролитие, беспорядки и хаос в государстве. И сегодня, учитывая желание народа спокойно провести курортный сезон, мы дадим им возможность его проведения. Почти год назад состоялся предыдущий съезд Амцахара. Это время было наполнено завышенными ожиданиями общества, обещанных кардинальных перемен к лучшему и сплошными разочарованиями, которые связаны с реальной деятельностью руководства республики. Люди были вправе ожидать от оппозиции с десятилетним стажем, наконец ставшей властью, ощутимых положительных результатов и, как минимум, конкретную программу развития. Мы же помним, как она клеймила по всем вопросам прежнее руководство. Амцахара никогда не питала иллюзий по поводу возможности политических сил, которые насильственным путем, добившись смены власти, подвергнув тем самым государство опаснейшему испытанию. Мы никогда не верили в то, что они сделают нашу страну счастливой, экономически развитой и социально защищенной, с самой совершенной системой управления. Мы знали тех, кто рвется в правительственные самые высокие кабинеты, что ими движет и их возможности. Однако в своих неоднократных заявлениях Амцахара четко обозначила позицию по сложившейся ситуации.
Стремясь сохранить спокойствие в обществе, стараясь не перейти опасную грань, мы вынуждены были признать правомерность проведения выборов, их сомнительные итоги и саму легитимность избрания Рауля Хаджимба президентом страны, несмотря на то, что отстранение от исполнения обязанностей президента Александра Ангваба до сих пор не оформлено в соответствии с конституционными требованиями. Именно поэтому после выборов 25 августа наша партия официально поздравила Рауля Хаджимба. Этим шагом мы надеялись, что он будет работать в интересах всего народа. И его действия будут направлены на консолидацию политических и общественных сил, на активные поиски решения злободневных проблем. К сожалению, этого не произошло. Для властей общества это только форум народного единства, партии и движения, поддержавшие переворот. Однако, имея все возможности консолидировать общество, нынешний президент упустил эту возможность. И считаем это недальновидностью и большой ошибкой нынешней власти. Примером этому является то, что во время предвыборной кампании именно оппозиция, боясь проиграть выборы, предложила всем кандидатам в президенты подписать соглашение об объединении сил в будущем правительстве. И где эта коалиция, где это объединение, кто сидит в правительстве? Поэтому мы и требуем от президента для объединения общества вернуться к этому вопросу. Сегодня наблюдаем, что у власти единственная цель – вернуть положение хозяев всей страны группы людей, утративших свое влияние после 2004 года. И если перечислить то, что сделала действующая власть, то, к сожалению, в активе остается сплошной негатив. Первый провал в действиях руководства республики в начале своей деятельности – это история с подготовкой межгосударственного абхазо-российского договора о союзничестве и интеграции. Со всей ответственностью могу заявить, что только общественное возмущение, открытая честная позиция Амцахары и всеобщее осуждение этого проекта уберегли тогда абхазское государство от непоправимых последствий, от возникновения негативных настроений в абхазском обществе, которые реально нанесли бы ущерб отношениям с нашим стратегическим союзником Российской Федерации. Абхазские власти поступили в высшей степени необдуманно с государством, которое взвалило на себя основное бремя по социально-экономическому возрождению республики, защите ее внешнеполитических интересов и безопасности. Вначале нашим партнерам по проекту договора для прихода к власти было обещано много, но придя к власти, начались сложности. Кредит доверия и авторитет в народе оказались недостаточными для решения общенациональных вопросов, касающихся интересов всего народа и развития государства в целом. Потому с этим договором начались проблемы. Мало того, пытаясь прикрыть свой провал, власти стали обвинять Амцахару в антироссийских настроениях. Это при том, что юристы, члены нашей партии, по договоренности с представителем российской стороны подготовили свои поправки к проекту, активно работали над его улучшением. В который раз заявляем, что в партии Амцахара никогда не было и быть не может антироссийских настроений. Именно Россия на протяжении не одного столетия являлась самым близким, а порой единственным другом, защитником, партнером Абхазии. Мы также прекрасно отдаем себе отчет в том, что у России есть огромные геополитические, геостратегические интересы и в нашем взрывоопасном регионе. И это нормально. Нас не может не беспокоить ситуация в Приднестровской, Молдавской республике, с которой у нас договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный еще в 1993 году, который в настоящий момент находится в блокаде и вокруг которой складывается напряженная ситуация. Что такое блокада, мы знаем, потому это нас не может не тревожить. Мы призываем граждан Приднестровской Молдавской Республики к объединению и консолидации сил для сохранения мира и спокойствия. Народ Абхазии помнит и чтит все, что было сделано гражданами этой республики во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. И никто не может сомневаться в нашей поддержке в случае возникновения взрывоопасной ситуации в этой республике. Партия Амцахара не осталась в стороне от происходящих событий на Донбассе.
19 июня 2014 года в своем заявлении мы озвучили свою позицию по отношению к ним и поддержали Юго-Восток Украины в их справедливой борьбе за свободное и безопасное будущее. И нам непонятно, почему до сих пор руководство Абхазии не признало независимость Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Находясь в оппозиции, нынешняя власть говорила, что прошлая власть нанесла колоссальный ущерб этим отношениям. Если это было так, значит следовало ожидать, что придя в кабинеты управления, оппозиция исправит допущенные ошибки. Спрашивается, ну что изменилось? То, что подписан новый договор, и на его основе нашего союза новое правительство вымогает 3 раза больше финансовых средств, то, что всю ответственность за социальное и экономическое развитие Абхазии правительство во главе с Хаджимба возложило на Россию, то, что мы с новым бюджетом превратили в недееспособных, нищих попрошаек, раскрывших как птенцы рот в ожидании, когда туда закинут очередной паек, то, что ко всему остальному мы добавили к проблемам России и вопросы обеспечения внешней безопасности, и вопросы борьбы с преступностью у себя дома, то, что мы силовых ведомств на полное финансирование обеспечения Российской Федерации мы передаем и оставшихся работников бюджетной сферы. Президент и правительство могут прикрывать свою беспомощность любыми высокопарными словами, объясняя это развитием двустороннего сотрудничества. Но мы же все понимаем, как это называется на простом языке – тождевенчество. Все это привело к тому, что президент Абхазии выглядит губернатором нищего дотационного образования. Вот как это выглядит в реальности. Все мы помним, что одним из главных лозунгов бывшей оппозиции, которые сейчас пытаются управлять государством, была конституционная реформа, реформа выборного законодательства, реформа системы власти, сокращение штатов якобы раздутого чиновничьего аппарата и так далее. А что мы имеем в результате? Многократное вовлечение, переименование министерств и ведомств, создание новых, бегство министра здравоохранения через несколько дней после назначения. Из-за того, что премьер-министру не были даны предусмотренные законодательством полномочия, он был вынужден уйти дважды за полгода. Дважды за полгода сменили структуры правительства. Вместе с этим многократно возросла стоимость оказания медицинских услуг населению. Сегодня средняя хирургическая операция реально уже обходится от 60 до 100 тысяч рублей. А больных направляют на обследование не в государственные учреждения, а в частные медицинские центры Абхазии. Предыдущие власти, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи, направлялись в лучшие клинические центры России. А сегодня, в лучшем случае, изредка отправляют в региональные центры, и то не всех нуждающихся. Несколько слов о борьбе с преступностью. Стремительно ухудшается криминогенная ситуация. Уже стало обычным явлением ограбления средь бела дня торговых точек, офисов компаний. Продолжается рост числа погибших в ДТП граждан. В обществе открыто стали говорить, что вернулись времена крышевания криминальными авторитетами важных отраслей экономики. При этом и сама власть при решении спорных вопросов опускается на этот же уровень. К примеру, инцидент между сотрудником ГСО и милиции. Какова реакция властей? Господин Хаджимба приехал на разборку во двор столичного УВД по поводу этого инцидента. Не разобравшись в истинных причинах происшедшего, он вынудил начальника УВД уволиться. Следом ушел в отставку и министр внутренних дел. Тем более, что есть все основания полагать, что в данном инциденте виновны как минимум обе стороны. То есть мы видим не системную работу властей по изменению ситуации, а какие-то периодические наскоки, которые сводятся к выяснению отношений. Эти, с позволения сказать, перемены являются не следствием поиска оптимальной и эффективной организации управления и системы исполнительной власти в целом, а всего-навсего результатом отсутствия самого понимания того, что надо делать. Или они просто не собираются ничего менять, а просто создавать видимость работы. И то, и другое – беда для нашего общества и государства.
Уважаемые делегаты, зададимся еще раз вопросом, что у нас с экономикой. Мы уже давали оценку тому, как государство вошло в текущий финансовый год без утвержденного бюджета. Его не было почти весь первый квартал. Те, кто обманывал народ, утверждая, что знает, как надо построить эффективную экономику, вывести ее из теневого оборота, раскрыть кем-то скрываемые колоссальные внутренние резервы, те, кто упрекал предыдущие власти в том, что финансовая зависимость от России привела к фактической потере суверенитета, не смогли вовремя подготовить проект госбюджета, даже без учета российской помощи. А что они нам говорили до прихода к власти? Какие будут зарплаты и пенсии? Нам же был обещан бюджет развития. Что в результате мы получили? Принятый бюджет констатирует глубокий кризис по всем направлениям. Вот мы задаем конкретные вопросы известным митинговым ораторам из команды Хаджинда. Вы сутками напролет вбивали в голову избирателей, что через 3 месяца после прихода к власти поднимете национальную пенсию до 15 тысяч рублей, забьете продуктами холодильники всех жителей страны. В несколько раз повысите зарплату бюджетникам, создадите новые рабочие места. Но что-то по принятому бюджету ваш прежний пыл не ощущается. Что же вы примолкли? Почему больше не выступаете по телевидению? Ничего не рассказываете о том, как днем и ночью стараетесь осчастливить наших граждан? Что случилось с вами? Как так получилось, что и без того с большим опозданием принятый бюджет пришлось через месяц подвергать новому обрезанию? Куда исчезли внутренние ресурсы? Где теневая экономика? Или, может, силенок не хватило реализовать собственные обещания? Действительно ли вы думаете, что экономическую ситуацию в стране можно серьезно улучшить только повышением налогового бремени? Без создания ресурсной базы, без создания прозрачных условий для среднего бизнеса. Вы действительно считаете, что драконовский режим, установленный вашим правительством на абхазской таможне, улучшит ситуацию? Каждый день президент повторяет как заклинание, что новый договор с Россией открыл самые широкие возможности. Почему в таком случае правительство не договорилось с нашими союзниками и не создало нормальные условия для прохождения товаров через границу? Разве нельзя произвести обмен представителями таможенных органов двух стран для того, чтобы грузы досматривались совместно на одной стороне? Упростить таможенное оформление товаров? Конечно, можно, но тогда как получать с газелистов взятки? Вы сделали режим провоза товаров намного хуже, чем он был в прошлом, поштучно считая каждое перевозимое яблоко и картофель. Сегодня те, кто фактически кормит страну, поставщики продовольствия из России, дважды подвергаются тотальному досмотру. А при определении таможенных платежей применяются не товаротранспортные накладные, а рыночная цена товара, которую определяют абхазские таможенники по собственному усмотрению. Это новая форма бизнеса. Сегодня человек, занимающийся пост главы государства, открыто заявляет, что нам не нужно выращивать фрукты, потому что их производят в Грузии и России. Сегодня, видя, какую политику проводят власти, люди стали разграблять огромные плантации, заложенные по программе социально-экономического развития при прошлых властях, и которые получили самую высокую оценку российских специалистов. Эти хозяйства стали не нужны только потому, что к их закладке имеет прямое отношение прошлая власть. Именно такое отношение и к уже готовым объектам социальной инфраструктуры. Сначала новые власти бегали с ножницами по непостроенным ими школам и детским садам и резали ленточки. Потом стало стыдно. Не зря же свергли президента. Сейчас многие давно готовы к открытию объекты умышленно брошены. А общество пытается это объяснить тем, что якобы предшествующая власть не предусмотрела при их строительстве расходы на содержание. Поэтому до сих пор не открываются детские сады в городе Сухуми, Гудаута, Гулрипши. Более того, они разрушаются и разграбляются, что является прямой экономической диверсией против двух государств – России, которая выделила финансы, и Абхазии.
Но почему-то по этим фактам не возбуждено ни одного уголовного дела. 4 мая нынешнего года в Кабинете министров прошла презентация проекта «Стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года». В среде экономистов есть такая поговорка: даже в самом хорошем плане можно найти как минимум 10 ошибок. Но если работать совсем без плана, ошибок будет в 10 раз больше. За его разработку правительство заплатило подразделению администрации президента, Центру стратегических исследований, кажется, 4 миллиона рублей. Однако, как было заявлено, сама программа еще не разработана до конца. При самом поверхностном знакомстве с этой презентацией стало очевидно, что составлялась она на основе разработанной еще, если не ошибаюсь, в начале 2000-х годов программы. В ней было добавлено в основном мнение действующих сегодня глав администрации городов и районов республики путем их опроса. То есть вы понимаете всю глубину проведенных исследований. К примеру, завтра сменится половина глав районов, и программа развития полстраны, основана на их личных предпочтениях, просто останется филькиной грамотой, но за которую уже заплачена большая сумма. И наверняка под нее будут предусмотрены соответствующие финансовые средства. Это коротко о качестве так называемой стратегии. Хочу обратить внимание на такой аспект. По замыслу заказчиков и авторов эта стратегия рассчитана до 2025 года, то есть на 10 лет. Интересно получается. А уверены ли нынешние власти, что те, кто придет им на смену, будут выполнять эту стратегию? Уверены ли они в том, что другие власти не поступят с ней точно так же, как действующая власть поступает со своими предшественниками? И что тогда с потраченными миллионами государственных средств? На кого их повесить? По нашему же мнению, если такой документ и будет принят, это будет только полдела. Это как проект без рабочих чертежей, без смет и так далее. Главным документом, который необходимо в обязательном порядке разработать и принять в парламенте после широкого обсуждения в обществе, прежде всего в экспертном сообществе, это комплексная программа социально-экономического развития Республики Абхазия на краткосрочный период, исходя из реально существующих возможностей конкретную, с разбивкой по отраслям, в том числе отдельно для каждого района, с разбивкой по годам. Такая программа послужит основанием для системного развития нашей страны, а перспективы реализации и долгосрочных проектов, расширению границ экономического сотрудничества. За примером далеко не надо ходить. Такие территориальные программы комплексного развития были приняты и реализованы во всех регионах и республиках России. Одним из ярких примеров является Республика Татарстан. Комплексная же программа, по которой до сих пор осваивается российская помощь, это целевая программа, направленная на инфраструктурные проекты. Поэтому все это время строились дороги, школы, стадионы, детские сады. И эта программа по замыслу ее авторов в 2008 году, когда она подписывалась, в будущем органически должна была вписаться в долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития Абхазии. Вы помните, сколько было критики в адрес работ, которые проводились по этой программе. Критики, что не выделяются деньги на реальный сектор экономики, что деньги, выделенные России, разворовываются, что чуть ли не самим Анклавом и его прикормленными строителями. Но когда новым властям популярно растолковали в Москве, что эти деньги нельзя направлять в бизнес, началось невнятное бормотание. Недавно премьер-министр радостно сообщил, что впервые Россия выделила дополнительно 1 миллиард 200 миллионов рублей на развитие реального сектора экономики. При этом премьер-министр забыл сказать, что вопрос выделения этих денег был решен еще предыдущей властью и предыдущим правительством. Кстати, эти средства, что очень важно, выделяются не российским бюджетом,
а 3 банками, которые будут кредитовать по льготной процентной ставке реальный сектор экономики на условиях софинансирования. И обратите внимание, под залог. Надеюсь, не надо объяснять, какое количество молодых, умных, талантливых и работоспособных людей не смогут получить этих денег. И какие проблемы кроются под залоговым обязательством перед иностранными банками. Про опоздавший и затем урезанный госбюджет мы уже говорили. И в конце концов, многие сегодня во власти работают первый год. Работа им незнакомая. Специалистов уволили, своих зданий не хватает. Но даже в этих условиях понять, как можно было в бюджете выделить под резервный фонд президента 350 миллионов рублей, который полностью превышает бюджет Минобороны Абхазии. Просто невозможно. Ни один президент Абхазии такого себе не позволял. А не целесообразнее было бы часть этого фонда передать инвалидам войны. Уже несколько заседаний правительства и Центрального банка посвящены переходу на пластиковые банковские карты национальной платежной системы. Это серьезный и огромный шаг в развитии финансовой системы нашей страны. Но никто ни разу публично не вспомнил и просто добрым словом трагически погибшего бывшего первого председателя Национального банка Абхазии Иллариона Арбун. Без энергии, знаний, личного авторитета банковской системы России и не только России ничего этого не было бы. Идя к власти, нынешнее руководство страны обещало борьбу с коррупцией, с теневой экономикой в результате улучшения инвестиционного климата в Абхазии. А вместо этого мы видим неприкрытый передел собственности и масштабную криминализацию экономики Абхазии. В этой связи хотим спросить у генерального прокурора, почему из всех якобы прикормленных анквабом строителей преследуется один руководитель южной строительной компании Матуа? Значит ли это, что вы проверили все другие задействованные в строительстве компании и установили, что деньги воровала, вообще деньги украдены? И не связано ли это преследование с огромными долгами правительства перед ЮСК? Может, государство не хочет платить по долгам и таким образом пытается решить проблему? Может, это обычное политическое преследование не своих? Или это все вместе взятое? Вопрос, конечно, риторический. Ибо в Абхазии, по-моему, уже не осталось ни одного человека, кто не знал бы на него ответа, а может даже и цену ответа. К сожалению, приходится констатировать факт, что Генеральная прокуратура превращается в политическую арену для расправы над неугодными. Когда, делая разного рода заявления, она без суда и следствия спешит с обвинениями, забыв о презумпции невиновности. Получается, что орган, призванный надзирать за соблюдением законности в самом широком смысле этого слова, превратился в карательный, забыв при этом, что главная функция прокуратуры надзорная за исполнением законодательства и Конституции Республики Абхазия. Несмотря на решение Верховного суда Республики Абхазия по уголовным делам в отношении бывших руководителей Черноморэнерго, о незаконности их возбуждения до сих пор продолжается. Действительно, никакое решение суда Генпрокуратура исполнять не собирается. И в этой связи нас тревожит заявление Генерального прокурора о том, что никакое решение Верховного суда нас не остановит. То есть руководитель главного надзорного органа страны не собирается исполнять решение Верховного суда и призывает к этому своих подчиненных. Мы считаем, что на подобное изречение генерального прокурора должен был отреагировать президент страны как гарант Конституции, но реакции не последовало, а прокуратура в своей безудержной охоте на ведьм пошла, как говорится, дальше. В офисе российской компании в Краснодаре был произведен обыск, в ходе которого были взяты финансовые документы, не относящиеся к деятельности Зантария, как руководителя Черноморэнерго. Он уволился из этой организации в ноябре 2014 года, а изъятые документы датированы декабрем 2014 года и февралем 2015 года. И как объяснить тот факт, что документы, которые изымались во время обыска в той же российской фирме, чудесным образом оказались в сумке у так называемой независимой журналистки Изиды Чания, а затем стали предметом публикации газеты «Нужная». Ни для кого не секрет, что за всеми этими действиями стоит заказ политический,
И во исполнение этого заказа, ради принятия нужного властям решения и на суде оказывалось беспрецедентное давление. В связи с уголовным преследованием МАТУ у нас возникает еще ряд вопросов. Как соотнести уголовные дела против него с заявлениями представителей российских властей о том, что у них претензий к строителям Абхазии нет, и что результат работы строительного комплекса в Абхазии близок к блестящему. Уважаемые делегаты съезда, неблагоприятная для нашего народа демографическая ситуация, как известно, возникла не вчера и не сегодня. Это последствия массового выселения абхазов в Турцию во второй половине XIX века, а затем результат целенаправленной грузинизации Абхазии, практически проводившейся властями Грузии в течение всего XX века. И это привело к тому, что к концу XX века мы оказались у себя на родине в меньшинстве. Победа в войне 92-93 годов повлекла за собой массовый исход грузинского населения из Абхазии. И мы стали большинством у себя на родине и самостоятельно определять судьбу своего государства. К сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин мы не смогли создать осмысленную государственную программу условий возвращения беженцев. И поэтому в настоящее время перед нами вновь возникла опасность изменения демографической ситуации не в нашу пользу. Сейчас не время искать виновных, потому что виновны все, в том числе и руководители бывшей оппозиции. Критикуя предшественников, они почему-то не говорили, что действующий президент Хатинба, будучи премьер-министром, в 2004 году собственным распоряжением обязал местные органы власти выдать жителям Гальского района паспорта или заменяющие документы накануне президентских выборов. Тогда так было выгодно. Вместо поиска виновных мы все, и власть, и оппозиция, должны объединиться, так как демография – это вопрос вопросов. Если мы не сохраним большинства титульной нации, то мы потеряем абхазское государство. Тогда и спорить будет ни о чем, и делить будет нечего. В период предвыборной борьбы нынешняя власть использовала проблему демографии как одно из средств победы над действовавшей тогда властью. Она добилась своего. А вот что она будет делать дальше, решение этой проблемы, непонятно. До сих пор нет внятной программы, комплекса мер по решению судьбоносного вопроса. По паспортизации жителей грузинской национальности в восточных районах республики. Эта тема была год назад почти главным основанием незаконного смещения с должности президента страны. Сейчас власти говорят, что этой категории граждан будет представляться вид на жительство. Интересно получается, объявленным врагами Абхазии людям собирается представить вид на жительство. Каким образом, на чем основываясь и что делать с их грузинским гражданством? Бывшая оппозиция попала в собственную ловушку. Возможно, власти считают, что проблему решит появившийся еще в 2004 году и уже принятый в первом чтении проект закона Республики Абхазия о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Как обычно, за основу этого проекта взять аналогичный закон Российской Федерации в редакции, действующий с 24 апреля 2015 года. И, как всегда, получилась плохая копия российского закона, потому что абхазский проект и российский закон предполагают регулирование разных ситуаций. Для нас главной проблемой является решение вопроса о правовом положении вернувшихся беженцев и их интеграция в абхазское общество, в абхазское государство. В первую очередь в Гальском районе. Для России же главное является привлечение извне трудовых ресурсов. Для нас, когда подавляющее большинство трудового населения безработные, это не актуально, это второстепенный вопрос. Поэтому и получилось, что жизненно важный для страны документ не проработан четко. Неподготовленность к принятию данного проекта свидетельствует то, что нет пояснительной записки, которая бы разъяснила, какие цели и задачи должен решить предполагаемый закон. Нет проекта постановления порядка применения этого закона, а также не указан перечень нормативных актов, которые должны быть аннулированы в связи с принятием данного закона. Непонятно, в какой части закон будет действовать на всей территории Абхазии, а в какой только в Гальском районе. Ну и что самое опасное, это то, что мы фактически отделяем Гальский район от Абхазии.
Проект по своей сути является продолжением революционного решения лишить всех вернувшихся в Гальский район беженцев абхазского гражданства. Наверное, многим несведущим патриотам это решение будет ласкать слух. Но что же мы в итоге получим? Мы получим компактное проживание нескольких десятков тысяч граждан Грузии на территории Абхазии. Эти люди будут принимать участие в грузинских выборах, состоят в грузинских политических объединениях и проводить их политику в Абхазии, требовать открытия грузинских школ со своими программами, упрощенного пересечения границы, получат грузинские пенсии, различные социальные пособия. То есть мы их вместо интеграции в абхазское общество выталкиваем в Грузию. Это именно то, к чему стремятся грузинские власти и что содержится в их программе по реинтеграции. При таких условиях о вовлечении этих граждан в абхазское общество не может быть и речи. На наш взгляд, в абхазском проекте упомянутого закона должен быть целый раздел, посвященный вернувшимся в Гальский район беженцам, предусматривающий поэтапное приобретение им абхазского гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство. Вид на жительство следует выдавать только тем, которые перспективы в течение установленного срока должны стать гражданами Абхазии в соответствии с законом о гражданстве на общих основаниях. При невыполнении этих условий они должны покинуть территорию Абхазии. Сегодня мы можем бесконечно перечислять по списку все, что наобещала, но не выполнила власть во главе с Хаджимба. Мы можем бесконечно перечислять факты откровенного обмана общества. Я думаю, делегатам съезда и гостям есть что сказать еще. Мы не можем обойти вниманием вопрос, который тревожит все наше общество. Это работа государственных средств массовой информации и абхазской телерадиокомпании. Старшее поколение, сидящее в зале, помнит, какой ценой досталось нам наше национальное телевидение и какие люди стояли у истоков его создания. Власть строит преграды, ведет недобросовестную пропаганду против неугодных ей политических деятелей. До сих пор нет равного доступа в СМИ, на телевидение, на которое власть периодически оказывает давление. Нынешняя исполнительная власть продолжает оставаться одной из причин общественного разделения и конфликта. На абхазском государственном телевидении должен быть создан общественный совет, в состав которого войдут представители разных партий и движений. Общественный совет позволит влиять на работу самого телевидения и его руководства и может служить мостом между оппозицией, обществом, властью и Абхазским ТВ. Это не наши слова, а слова, сказанные нынешним президентом 3 года тому назад. И власть тогда пошла навстречу, и многое было изменено. Доступ оппозиции практически был открыт. Что происходит сегодня? Почему замолкли сторонники Хаджимба по этому вопросу? Где голос Владимира Зантария, Ахри Бжаня и других идеологов государственного переворота и их сторонников? Что случилось? А случилось то, что сегодня фактически на телевидении введена цензура, которой на постсоветском пространстве не было с советских времен, и главным цензором является нынешний директор АГТРК, никому не подчиняющийся, самовольно, единолично принимающие решения, в том числе и кадровые, не выполняя при этом решения Верховного суда. Так, например, прошедшие все судебные инстанции и выиграв все процессы телеведущая Ирина Агарба до сих пор не восстановлена в должности, а в очередной раз уволена. Поэтому мы предлагаем исполнить решение парламента Республики Абхазия, немедленно уволить генерального директора Ходжа Аему с занимаемой должности. Я, если знал бы, что вам так понравится, с этого начал бы. Победа лидера группы, называющей себя Координационным советом, в руках которой уже находилась реальная власть, была очевидна, по крайней мере для меня. Я заявил, что узаконивание выборами узурпированной власти
ничего хорошего ни народу, ни государству не даст. Мой вывод был основан на том, что люди, не имеющие четкой программы государственного строительства, развития экономики, которые способны для удержания власти пойти на любые, в том числе и противозаконные действия, не смогут превратить нашу страну из нахлебника в самодостаточно, динамично развивающееся государство. Заявляя об этом, я, конечно, понимал, что на данной стадии выборного процесса мое заявление никакой роли на итогах выбора не сыграет. Я сделал это в расчете на будущее, для того, чтобы наши граждане в дальнейшем, отдавая свои голоса за того или иного избранным кандидата, не руководствовались родственными дружескими отношениями, личными симпатиями и антипатиями, не поддерживали упорно раз и навсегда избранного для себя кандидата. В противном случае постоянно будет происходить одно и то же. Сразу же после первых шагов новой власти избирателям придется ждать в ожидании ее смены. В итоге мы, как известно, получили именно такую власть, о которой говорилось в заявлении. Первые же месяцы деятельности, или, как сейчас модно говорить, первые 100 дней продемонстрировали, что новая власть оказалась похожей на ребенка, который годами мечтал о детской игре «Конструктор», а когда он в качестве подарка получил ее, оказалось, что ребенок не знает, как ее использовать, и в его руках конструктор превратился в груду бессмысленных металлических деталей. До сегодняшнего дня эта деятельность характеризуется поспешностью, неподготовленностью, отсутствием необходимого профессионализма, а если сказать коротко, власть оказалась не готовой к управлению государством, да это их и не интересовало. Главное было захват власти. Как известно, первым мероприятием руководства республики стало бессмысленное изменение структуры правительства. Министерства и ведомства то объединялись, то и снова разъединялись. Последовала череда назначения и освобождения членов правительства. По скорости смещения министров мы могли оказаться в книге рекордов Гиннесса, но нас в этом деле обогнали Горбачев и Ельцин, которые меняли министров на второй день. Учитывая ограниченность регламента, остановлюсь только еще на 2 вопросах. Это проблемы, связанные с работой телевидения и прокуратуры. Политика, проводимая нынешней властью, хотя каждый из нас, политика, проводимая каждой властью, должна свидетельствовать о том, что каждый орган должен заниматься своими проблемами. Я уже говорил, что для власти не существует ни конституции, ни закона. Вот. Это подтверждается и деятельностью телевидения. Верховный суд Абхазии, рассматривая конкретный трудовой спор, выявил, что руководитель телевидения назначен правительством на должность, не предусмотренную у ее устава. Должность, на которую она назначена, не представляет ей права освобождать и назначать работников. Это еще раз к вопросу о поспешности и юридической несостоятельности принимаемых правительством и другими должностными лицами решений. Кроме того, фактически руководитель гостелерадиокомпании не знает, что даже при наличии права увольнения сотрудников обязывает его согласовывать это с представителями и членами местного комитета. Вообще об этом, я думаю, что она даже и не знает, что это нужно делать. Говоря о несоблюдении руководителями законодательства, очень кратко выскажусь о беспокоенности состояния выполнения требований трудового законодательства в целом по Абхазии. Во-первых, в половине государственных коммерческих структур нет профсоюзных организаций. Права граждан не защищены. Вот. И руководители организации снимают и назначают своих членов как хотят, своих работников как хотят. Вот я хотел бы, подводя итоги нарушению профсоюзного законодательства и трудового законодательства, сказать несколько слов о руководителе телекомпании. Я не могу сказать, что я знаю ее достаточно хорошо.
но представлял себе ее как заслуженного и скромного человека. Но получилось, что назначение на эту должность сделало ее каким-то монстром. Это результат беззакония и вседозволенности. Кроме того, на телевидении постоянно тиражируются материалы о совершении преступлений теми или иными гражданами. И этим в основном занимается прокуратура. Неужели для них не существует, уже говорили здесь, конституционного принципа презумпции невиновности? Взять, к примеру, дело Занталия. В течение полугода прокуратура Абхазии и Верховный суд выясняют, а были ли правовые основания для возбуждения для него, в отношении его уголовного дела. И главная причина этого то, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо провести доследственную проверку. В целях оправдать неправомерных своих действий прокуратура упорно пытается доказать, что у них не было на это времени, и что по закону они эту проверку должны проводить в течение 3 дней. Хотя в законе сказано, что такие проверки, в зависимости от объема работы, могут проводиться от 3 дней до 1 месяца. И главное, чтобы понятно было, о чем речь идет, прежде чем решить вопрос об возбуждении уголовного дела, человека, которого подозревают в совершении тех или иных нарушений или преступлений, надо вызвать и спросить, почему ты так это сделал? И этого даже не сделали в Занталии. И вот 4 или 5 месяцев, я не помню, идет борьба между судом и прокуратурой. Прокуратура пытается доказать, что суд это делает по каким-то личным мотивам. Противоречия между правоохранительными органами всегда были и будут. Но когда ты согласен с тем или иным решением правоохранительных органов, ты должен ссылаться на закон, а не то, что говорит, что кто-то тебя любит или не любит. Могут быть и личные мотивы при принятии тех или иных решений, но в любом случае человек должен высказаться. И потом уже либо ты соглашаешься с его мнением, ты его опровергаешь. В течение полугода толком у Занталия не спросили, почему он делал те или иные действия. И полгода занимаются этим делом, которое можно было решить в течение 1 месяца. Несколько слов о деле Матова. Мои оценки по этому делу могут объясниться родственными отношениями с ним. Я никогда не скрывал и не отрицаю этого. Но законы Абхазии должны распространяться и на моего родственника, и вообще на всех граждан Абхазии. Кто-то из нынешних руководителей сказал какую-то глупость, что якобы я кого-то шантажировал в связи с делом Матова. Должен особо подчеркнуть, что я дорожу своим именем и могу говорить только о нарушении, либо о ненарушении закона, и ни о чем другом. Если же говорить по закону, то в первом деле в отношении Матова нет вообще состава преступления. Следователь, который, видимо, понимал, что там действительно нет состава преступления, скрыл ходатайство адвоката, не приобщил его к делу и направил дело без реагирования. А он должен был вынести документ мотивированный, в котором он должен был сказать, почему он соглашается и либо не соглашается с доводами адвокатов. И по второму делу очень коротко. Оно не расследовано, и оснований для ареста пока нет. Для того, чтобы решить этот вопрос, арестовывать или не арестовывать, надо произвести такой объем работы, на который не хватит около полугода. И в завершении. Нынешнее руководство в ходе оппозиционной деятельности заявляло о необходимости реформы системы власти. Причем, вы помните, наверное, настаивали на том, чтобы эта реформа в виде соответствующего законодательного акта была принята еще в 2 чтениях до выборов. А затем, после выборов, уже окончательно принять их в 3-м чтении. Придя к власти, бывшая оппозиция решила подменить свои требования созданием Конституционной комиссии, которая, по сути, явилась ничем иным, как переназначением членов предыдущих конституционных комиссий. И это дело отодвинули на задний план.
Уважаемые ветераны, уважаемые делегаты съезда, благодарю за приглашение принять участие в этом форуме. Статус гостя не дает возможности выступить сегодня с развернутым докладом. Тем более, здесь уже было озвучено многое из того, на чем хотелось акцентировать ваше внимание. Это говорит о том, что высказанные мысли во многом совпадают с моим пониманием сложившейся в стране ситуации. Ответственность за судьбу Абхазии призвала вас и весь народ оказать сопротивление врагу, отстоять независимость государства и свободу народа Абхазии. Это было немногим более 20 лет назад. Все последующие годы страна многократно сталкивалась с серьезными вызовами и проблемами политического и экономического характера. И если важнейшие в современной истории государства задачи победа в войне и признание независимости удалось решить, то многие другие проблемы до сих пор остаются нерешенными, отзываются тяжелым эхом и трансформируются в другие. Именно это побуждает нас ставить острые вопросы и искать пути выхода из кризисных ситуаций. И если мои рассуждения покажутся излишне острыми, либо субъективными, прошу воспринимать их не как мое стремление к конфронтации, которой без того хватает в обществе, а как намерение призвать государственных и общественных деятелей к откровенному диалогу и по возможности ускорить процесс поиска решений назревших проблем. Наряду с другими острыми проблемами, волнующими граждан страны, все чаще в обществе обсуждается тема майских событий 2014 года и их последствия. Оно и понятно, ведь впервые в новейшей истории Абхазии произошла смена власти с использованием процедур, не предусмотренных Конституцией страны. Был создан опасный прецедент. Как я говорил ранее, в государственный организм был введен смертельно опасный вирус. Политические процессы, связанные с осуществлением и сменой власти, должны опираться только на законы и Конституцию. Все политические партии должны усвоить этот тезис и непреклонно следовать ему. В этом вопросе мы выгодно отличались от наших соседей Грузии и использовали этот аргумент на международных переговорах. Кроме того, май 2014 года и последовавшие за ними выборы и их итоги определили вектор развития страны на современном этапе, а одержавшие победу политические силы взяли на себя ответственность за состояние дел в стране и судьбу тысяч граждан Абхазии. Позволю себе напомнить некоторые события, предшествовавшие маю 2014 года. В 2013 году оппозиционные в тот период политические партии и движения создали Координационный совет. В преамбуле соглашения о создании Координационного совета было изложено следующее. Намереваясь способствовать преодолению политического и социально-экономического кризиса, стараясь содействовать осуществлению реформ политической и экономической системы государства, осознавая ответственность за судьбу страны и народа, обладая необходимым опытом государственного управления, говоря другими словами, обладая соответствующими знаниями, для защиты национальных интересов политические партии и организации согласились о ниже следующем: создать Координационный совет на основе совместной политической платформы, выработать общие решения по актуальным вопросам государственного строительства. Несмотря на то, что некоторые положения преамбулы были далеко не бесспорными, в целом создание Координационного совета я воспринял с интересом, в надежде на то, что это решение приведет к повышению уровня и качества общественной дискуссии и окажет содействие в создании основ новой национальной политической культуры. Очевидно, что перемены к лучшему происходят там, где есть возможность для открытого обсуждения возникающих проблем, для честного соревнования идей, определяющих методы их решения, где общественные и политические деятели ценят стабильность и уважают законы. Хотел бы отметить, что в разное время Координационному совету помогали заслуженные и авторитетные в стране люди.
а возглавил его Рауль Джункович Хаджимба. Из ныне живущих и работающих в республике государственных деятелей ни один не имеет такого внушительного послужного списка. В разное время Рауль Джункович занимал следующие руководящие должности: заместитель председателя Государственного таможенного комитета, председатель службы государственной безопасности, министр обороны, вице-премьер, премьер-министр, вице-президент, депутат Народного собрания, а сегодня президент Республики Абхазия. К этому необходимо добавить, что Рауль Джункович неоднократно выдвигался в качестве кандидата в президенты и его многолетнюю оппозиционную деятельность. А это тоже, по идее, опыт. Разве наши соотечественники не вправе ожидать от руководителя с таким послужным списком реальных результатов за прошедший после выборов период? Тем более его соратники неоднократно и публично заявляли о готовности и даже спасительной необходимости занять высший пост в государстве именно Раулем Хаджимбом. Разве не члены Координационного совета и его лидер настойчиво внушали обществу, что только они знают, как можно вывести страну из так называемого глубокого кризиса, спасти ее, что им одним известно, как можно удесятерить национальные пенсии, утроить зарплату бюджетникам, ликвидировать безработицу, оживить реальный сектор экономики, раскрыть собственный экономический потенциал страны с тем, чтобы отказаться от постыдной финансовой зависимости от нашего стратегического союзника Российской Федерации. Я хотел бы вас предупредить, что я очень часто цитирую высказывания и решения Координационного совета. К слову сказать, я всегда считал российскую финансовую помощь необходимой. Для меня очевидно, что на современном этапе развития нашей страны без поддержки Российской Федерации нам будет очень сложно. Другое дело, как эффективно воспользоваться этой помощью. А что в итоге? Вместо того, чтобы предложить обществу понятную и реальную программу развития государства, основанную на всестороннем профессиональном анализе состояния дел в стране, новые власти вместе с Координационным советом продолжили также эмоционально и необъективно оценивать деятельность предшественников во всех сферах, в том числе и там, где ценой усилий многих людей удалось добиться изменений в лучшую сторону. Используя эту технологию, власти фактически демонстрируют очень печальный факт. Они, к сожалению, до сих пор не избавились от синдрома оппозиционности и не осознали, что все рычаги управления страной в их руках. Вспомните, как это происходило в прошлом. Откровенная и целенаправленная работа по дискредитации всех и вся, расшатывание ситуации с использованием черных пиар-технологий, популизм были в работе значительной части бывшей оппозиции весомым инструментом. Коротко хотел бы напомнить вам риторику и политический лексикон оппозиции тех времен. Наше Отечество в опасности, под угрозой свободы Абхазии и будущее наших детей. Опасность нависла над нами. Абхазия плотно сидит на российской финансовой игле. У властей нет стратегии развития. Страна выглядит попрошайкой и тому подобное. Известно, что один из наиболее распространенных и универсальных методов исследования и познания истины – это метод сравнения и последующего анализа. Исследуя и анализируя этот период, хотелось бы понять, насколько лозунги, требования и претензии оппозиции соответствовали действительности, были актуальны и как новое руководство решает проблемы, которые многократно озвучивало в борьбе за власть. Напомню незначительную часть претензий и требований Координационного совета. Цитирую. В результате политики руководства Абхазии серьезный ущерб нанесен российско-абхазским взаимоотношениям. Вопрос к тем, кто сейчас уже у власти. Каким образом вы возместили, восполнили ущерб в российско-абхазских отношениях, якобы нанесенных прежним руководством? В чем это выражается? В том, что, как и предыдущие власти, вы просите у России денег?
Вам сейчас не стыдно за государство, которое, как малое дитя, с нескрываемой радостью во всех углах твердит, что все проблемы скоро решатся, как только российские бюджетные деньги поступят в Абхазию? При этом полстраны, затаив дыхание, ждет этой помощи, а само ожидание практически парализовало деловую активность в республике. Может, вам удалось решить жилищную проблему граждан России, незаконно или по другим основаниям, лишившихся жилья в Абхазии? Может, вы предприняли меры по защите интересов российских инвесторов в республике, продемонстрировали, что перед законом в нашем государстве все равны? Расскажите обществу, как вы спасли российско-абхазские отношения. Еще одно требование бывшей оппозиции. Требуем, чтобы парламент принял конституционные законы о конституционном судопроизводстве и о порядке отрешения президента Республики Абхазия от должности. Мы поддерживаем эти требования, поэтому хотим знать, когда эти законы будут приняты и почему сейчас об этом ничего не говорится. Это уже не актуально? Следующая претензия. Требуем разработать модель конституционной реформы, предполагающей перераспределение полномочий между президентом и парламентом и подлинную независимость судебной власти. Вопрос: когда, в какие сроки будет разработана данная модель конституционной реформы? Или ротация специальной комиссии и есть вся реформа? Здесь возникает один очень важный, принципиальный вопрос, требующий честного ответа. Нынешние власти всегда позиционируют себя как идейные наследники Владислава Григорьевича Ардзинга. Свое видение развития государства, его политического устройства Владислав Ардзинг воплотил в Конституцию Республики Абхазия. Означает ли намерение осуществить конституционную реформу отказ от его принципов, заложенных в основном законе Республики Абхазия? Может ли действующая власть честно ответить на этот вопрос? Что касается нашей позиции, то перераспределение полномочий между президентом и парламентом вопрос очень серьезного профессионального анализа и изучения не только чужого опыта, но и учета собственного. Инициировать реформу основополагающих конституционных принципов, исходя из текущих политических интересов, крайне опасно. Напомню еще одно требование Координационного совета – создать общественное телевидение на базе АГТРК. Ну и где оно? Разве решение этого вопроса сегодня всецело не зависит от руководства страны? Помнится, некоторые так называемые независимые журналисты повторяли это предложение как мантру. Видимо, после выборов голос сел, утих. Не делите народ на правых и левых, оппозицию и власть. Необходимо преодолеть разобщенность нашего этноса, заявляла бывшая оппозиция. В связи с этим хотелось бы знать, какие усилия предпринимаются руководством страны для решения данной очень важной проблемы. Наше общество столкнулось с таким опасным явлением в 2004 году в результате президентских выборов. Однако, стремясь избежать тяжелых последствий общественного раскола, политические силы, одержавшие победу на тех выборах, и прежде всего президент Сергей Васильевич Багапш, предпринял попытки по достижению общественного согласия, в результате чего его основной оппонент был избран вместе с ним на должность вице-президента. Им же не были допущены попытки преследования по политическим мотивам, в том числе предпринимателей и бизнесменов. В связи с безвременной кончиной президента Багапш этот процесс, по-видимому, не получил должного развития. На самом деле проблема раскола является главной. Не решив эту проблему, у государства не будет будущего. Недопустимо и опасно, когда малочисленный народ, представители которого в том или ином виде состоят в родстве, относятся неуважительно друг к другу, а в некоторых случаях проявляют взаимную агрессию. Казалось бы, родственные отношения должны помогать в решении сложных вопросов и стать основой для объединения народа, а не наоборот. В связи с этим хотел бы обратиться к руководству страны, Совету старейшин, ученому сообществу, политическим партиям,
религиозным деятелям организовать на постоянной основе дискуссионную площадку, где можно открыто обсуждать эту проблему, вырабатывать предложения и рекомендации. Этот вопрос всегда должен быть в поле зрения действующих властей. Совсем недавно, в период последних выборов, одним из общественных фондов были выдвинуты инициативы, направленные на содействие в решении данной проблемы. Эти инициативы были поддержаны всеми кандидатами в президенты. Помню, какой шум подняли поддерживавшие кандидата Хаджи Басми по поводу того, подпишет или не подпишет соглашение кандидат Бжанина. Чем все это закончилось? Где результаты этих инициатив? Ведь по таким действиям общество начинает понимать, во что оценивает власть собственные обязательства. Другая проблема, которую часто использовала бывшая оппозиция, это порядка 3 миллиардов рублей, розданных в качестве кредитов и невозвращенных в казну. Уважаемые господа, были бы признательны, если бы вы рассказали о работе, которую провели за время нахождения во власти для решения этого вопроса. И когда, наконец, будет опубликован долгожданный список должников, предыдущие власти по неизвестным мне причинам этого не сделали. Может быть, у вас это получится? Уничтожение села наносит непоправимый удар по традиционному укладу жизни нашего народа, нарушает базу демографического роста и развития абхазского языка, подрывает основы национальной безопасности, утверждали нынешние власти, находясь в оппозиции. Однако из государственного бюджета, который был принят с опозданием на 3 месяца, становится очевидным, что реально на развитие села, его инфраструктуры, на создание рабочих мест руководство страны ничего не сумело изыскать. Такого приоритета, как развитие села, сельского хозяйства, нет, а все обвинения были сплошным вымыслом. Более того, мы являемся очевидцами печального факта. На протяжении длительного времени власти в борьбе с предшественниками уничтожили то, что было сделано ранее. Крестьяне, занятые в нескольких сельхозпроектах, остались без работы. И ясно почему. Когда глава государства официально заявляет, что нам не нужно выращивать яблоки, потому что их производят в Грузии и России, это означает не что иное, как государственную политику в конкретной сфере. Если следовать логике президента, то в Грузии много чего производят и выращивают. Значит ли это, что нам не нужно отказаться от собственного производства и закупать все в Грузии? Кстати, еще о безработице. Довелось услышать заявление о том, что 70% трудоспособного населения является безработным. Не берусь оспаривать это утверждение, прежде всего потому, что нет никаких официальных данных по этой проблеме. Но, как и все, понимаю, что обозначение проблемы требует прежде всего изыскания путей ее решения. Вину за масштабную безработицу, естественно, действующая власть возлагает на предшественников. Тогда вопрос, сколько рабочих мест было создано в реальном секторе экономики новыми властями? Где можно ознакомиться с программой создания рабочих мест? Кто ее видел? Смею предположить, что на сегодняшний день нет никакой программы. Более того, по нашим данным, ситуация в этой сфере значительно ухудшилась. К примеру, строительная отрасль. Если в период с 2010 по 2014 годы в этой отрасли было задействовано более 4000 человек, то в настоящее время там работает менее 1000. Из строительной сферы выдавливаются местные компании, не свои люди, в результате чего тысячи людей остались безработными. Если вспомнить логику о грузинских и российских яблоках, то, наверное, в скором времени властями будет объявлено, что абхазские строители не умеют строить, они вороватые, и зачем нам своя строительная индустрия, когда в Грузии и России хорошо строят, можно приглашать строителей оттуда.
хотел бы привести несколько примеров из прошлого. В период с 2004 по 2014 годы собственный бюджет Республики Абхазия без учета российской финансовой помощи вырос с 400 миллионов до 3,2 миллиардов рублей. Существенно выросли пенсии и пособия нуждающихся категориям граждан. К примеру, если инвалид первой группы в 2000 году получал 50 рублей, то с 2010 по 2014 выплата равнялась 10 тысячам. Я привожу примеры не для того, чтобы сделать комплимент бывшим руководителям, в работе которых не обходилось без ошибок, а для того, чтобы продемонстрировать вам, что в стране в тот период, наряду с нерешенными проблемами во многих отраслях, за счет упорного труда граждан была достигнута положительная динамика. Тут можно приводить еще много примеров, не хотел бы этим злоупотреблять. А что может сказать руководство страны о положении в этих сферах сегодня? Насколько вырос бюджет Абхазии по сравнению с 2014 годом, когда и насколько вырастут пенсии и пособия? Даже с трудом принятый на исходе первого квартала текущего года госбюджет уже во втором квартале подвергается урезанию. О чем это говорит? О том, что власти не имеют стратегии развития и отраслевые программы в экономической и социальной сферах. Следовательно, плохо представляют себе, что делать, не знают, где изыскать внутренние резервы, не умеют планировать больше, чем на 3 месяца и тотально зависят от российской финансовой помощи. В команде не хватает профессионалов, нет слаженности в работе. Именно поэтому им не удалось сверстать бюджет развития. Именно поэтому за полгода дважды меняется структура правительства, перетасовывается состав Кабинета министров. Дошло до того, что главной задачей правительства стало не допустить резкого ухудшения жизни граждан. Уважаемый премьер-министр, спасибо вам за откровенность, но это совсем не вяжется с вашими лозунгами и предвыборными обещаниями. Это напоминает известное изречение: прежде чем менять старую лодку на новую, научитесь управлять веслами. Уважаемые друзья, такое состояние дел очень беспокоит общественность, потому что таит в себе серьезные угрозы. Старшее поколение помнит судьбу Советского Союза и других государств, которые исчезли с карты мира прежде всего из-за некомпетентности руководителей, внутренних политических разногласий и безудержной борьбы за власть. Мы не имеем права повторять их ошибки. Идет неуклонный процесс вымирания нашего народа, отчаянно заявляли на митингах оппозиции ее лидеры. На самом деле с 2008 года обозначился устойчивый прирост абхазского населения. Но этот факт они отрицают. Хорошо, допустим, если это так, тогда что предпринимается властями для исправления ситуации? Выработанный в течение года план действий или первоочередных мер, направленных на изменение демографической ситуации. Кто конкретно в правительстве отвечает за это направление работы? Подозреваю, что и тут нет никаких наработок. Уважаемые друзья, в качестве обвинения властей в ползучей сдаче Грузии оппозиция приводила в пример открытие на государственной границе по реке Ингур 5 пунктов перехода. Это, по убеждению Коалиционного совета, недопустимо, поскольку между Абхазией и Грузией нет мирного договора. Как известно, и сейчас нет мирного договора с Грузией. Однако эти пункты исправно функционируют и по сей день. К слову сказать, я всегда считал их открытие обоснованной мерой. Только мне непонятна так резко изменившаяся позиция действующих властей по данному вопросу. Может быть, кто-нибудь внесет ясность по этой проблеме, а то грешным делом мы можем подумать, что вышеупомянутое заявление чистой воды демагогия. На протяжении
длительного времени обществу внушалась мысль, что неоправданно растут расходы на содержание органов государственной власти и, в частности, на Государственную службу охраны. Приводились цифры 800 и 96 миллионов рублей соответственно. Уважаемые друзья, прошу обратить внимание, в бюджете 2015 года на содержание органов государственной власти предусмотрено намного более 800 миллионов рублей, а на службу охраны те же 96 миллионов. Хотел бы отметить, что я никогда не считал бюджет органов госвласти и управления чрезмерно высоким. По моему глубокому убеждению вопрос в другом. Необходимо сформировать профессионально подготовленное и эффективно работающее правительство. Но давайте зададимся вопросом. Если эти бюджетные параметры не устраивали ранее деятелей оппозиции, то почему они устраивают их сейчас? Это что, ошибка? Незнание предмета? Целенаправленное введение общества в заблуждение? Все вместе. Похоже, что так. Еще одно из излюбленных обвинений бывшей оппозиции. Коррумпированность раздутого чиновничьего аппарата становится крайне опасной. Били они в колокола. По поводу раздутого чиновничьего аппарата. Посмотрите нынешнюю структуру, штат правительства и администрации президента, и все станет понятно. Непонятно только почему мы при такой армии советников, помощников, заместителей, начальников не стали жить лучше. Вот это вот непонятно. Что касается коррупции, действующее руководство страны часто и публично заявляет о том, что оно намерено вести бескомпромиссную борьбу с этим злом. Известно, что борьба с коррупцией – это комплекс мер законодательного, оперативного, экономического, социального и общественного характера, который должен быть разработан и реализован не только правоохранительными органами, но и другими государственными институтами совместно с гражданским обществом. Эта работа должна носить системный и планомерный характер. В связи с этим хотелось бы спросить, когда и кем был разработан комплекс мер по борьбе с коррупцией? Почему обществу об этом ничего не известно? До сих пор не определен статус сухумских военных санаториев, из-за чего они не функционируют, и граждане Абхазии лишились более 1500 рабочих мест, спрашивали бывшие оппозиционеры. Многие предполагали, что, придя к власти, они немедленно приступят к решению вопроса с уже выработанным алгоритмом действий. Прошло достаточно времени. Кто-нибудь знает о том, как удалось решить данную проблему? А что у нас с базой отдыха «Дом Табак»? Год назад оппозиция подняла шум по этому поводу. А сейчас, находясь у власти, создав видимость конкурса, в котором никто, кроме аффилированной компании того же «Дон Табак», участия не принимал, база отдыха была продана той же компании «Дон Табак». Это нужно было сделать раньше, и мы были за это. Но к чему тогда был весь этот фарс? Опять-таки, политическая борьба и ничего больше. И еще один момент. Ничем не оправданная авантюра по вопросу разведки и добычи нефти на море и на суше. Так бывшая оппозиция назвала соглашение с российской стороной о начале изыскательских работ в этой области. Понятно, в чей огород камни. Но вот непримиримые критики проекта у власти. Вопрос. Считает ли сегодня действующее руководство Абхазии сотрудничество с Российской Федерацией по данному проекту авантюрой? Если да, то направило ли правительство Абхазии официальный отказ российской стороне от участия в проекте? По нашим данным, не направило. В чем же причина столь кардинального изменения позиции? Причина банальная. Этот проект выгоден Абхазии, и оппозиция всегда знала об этом. Только ей нужен был повод для шума. Координационным советом неоднократно выдвигались требования по реформированию органов власти, в частности, исполнительной власти. Если в качестве реализации этой установки дважды в течение полугода предлагается новая структура Кабинета министров, в которой появились такие, я бы сказал, экзотичные кадровые решения, как совмещение должности министра и директора коммерческого предприятия, то мне представляется, что такая реформа исполнительной власти
не пойдет на пользу нашему государству. Вызывает недоумение назначение и поспешное увольнение министра здравоохранения и премьер-министра. Насколько эти решения оказались продуктивными? Дорогие друзья, пользуясь случаем, хотел бы задать вопрос, связанный с проектом по экспорту воды из Абхазии. Бывший премьер-министр во время своего рабочего визита в Крым заявил, что в правительстве Республики Абхазия подготовлен проект по экспорту воды. В рамках реализации этого проекта премьер-министром были озвучены следующие цифры. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет Абхазии составят 4 миллиарда долларов. Прибыль предприятия 6 миллиардов долларов. Хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые друзья, что 4 миллиарда долларов – это в 65 раз больше нынешнего бюджета Абхазии. Для того, чтобы получить такую сумму поступлений в бюджет, необходимо продать воды более чем на 50 миллиардов долларов в год. А для того, чтобы продать такой объем воды, необходимо, чтобы каждая вторая бутылка питьевой воды, потребляемая в мире на всех континентах, была разлита в Абхазии. Нужны ли тут комментарии? Вопрос в другом. А что, в правительстве все проекты просчитывают с такой точностью? И наш вопрос не праздный. Автор этого проекта сегодня является полномочным представителем Абхазии по международному экономическому и инвестиционному сотрудничеству в ранге вице-премьера. А это не исключает, что мы еще много раз можем услышать о новых проектах, более грандиозных по масштабам и не менее фантастичных по содержанию. Уважаемые друзья, как мне представляется, значительная часть оппозиции, так долго боровшаяся за власть, оказалась на сегодняшний день, к сожалению, не подготовленной для решения сложных задач, стоящих перед обществом и государством. На глазах может быть разрушено то, что удалось достичь за многие годы. На протяжении длительного времени граждан обнадеживают обещаниями, перемешанными с обвинением предыдущих властей, но все еще не могут продемонстрировать не то, чтобы лучше уровень руководства, но даже прежний. Мы в преддверии летнего курортного сезона и периода сельскохозяйственных работ. Абжайхан набрей то, акыта халты, такыта хази. Убриан саребзидзели лыскавый. Дарна заала гейна однеется таху, харахы хахам сгылар, хара хаджипрейку лахамзар, щука харк бугны тагалан захазнейцу. Было бы бессовестно и неразумно отвлекать наших тружеников от их созидательного труда и обострять и без того непростую обстановку. Очевидно, что если руководство страны не изменит свой курс и не предпримет эффективных мер по решению назревших проблем, то, как мне представляется, нам придется собраться еще раз и обозначить конкретные предложения и требования по выходу теперь уже из кризисной ситуации. Хочу начать с вопроса к власти. Где реформы? Обещанные реформы. Абсолютный обман. Социальная демагогия, которой зомбировали людей от часу к часу в течение 10 лет. Уши доверчивых людей услышат все, что угодно. Нынешняя власть, бывшая оппозиция, обещала высокие зарплаты и пенсии, не объясняла, как она собирается этого добиться, из какого источника. Какие условия государство может создать, чтобы люди могли зарабатывать? Скажите, коль знаете. На самом деле в арсенале нынешней власти нет ни одной серьезной реформы или даже представления о ней. Хашкар жеора и душило и гугна забжистиз авапсера. Все помнят последние президентские выборы свободными, я их не назвала бы. Впервые за 20 лет абхазы голосовали с оглядкой. Ихола хаздуром, хагула шахатаргала хаздуромха. В честности этих выборов поверил только самый наивный.
Но большая часть, именно большая, а не большая, я не оговорилась, не верю в то, что большая часть, проголосовала за так называемых реформаторов. Но мы уступили и в этом случае. До экспертизы базы данных по голосованию дело не дошло. Никто в политтехнологических ухищрениях не разбирался. Ни одной независимой общественной организации типа Лиги честных выборов не было. Общество приняло эту политическую игру как данность, с которой надо смириться. Пассионарность исчезла на этом этапе из абхазской политики, и работали только инстинкты. Многие избиратели обреченно говорили: «Ирышт артхай бедришвей, ихарцу хамбари, ишшахта зоб, а кадишрувам шусаби трохот еха». Слово «перемены» в предвыборной кампании Хаджимба казалось ключевым, потому как часто оно употреблялось им и его сторонниками. Перемены буквально исчезли из употребления в речах власти уже на второй день после выборов и остались только в лексиконе школьников. Но чтобы не допустить отчуждения своего электората, власть продолжает заговаривать ситуацию призраком ожидаемых российских денег. Подождите, мол, будут деньги. Амнезия не у всех, она у тех, кто боится заглянуть правде в глаза. О чем я? В течение 10 лет оппозиция с таким пренебрежением отзывалась об использовании российской финансовой помощи. Страна из послевоенной разрухи выбиралась, оппозиционеры криком кричали, что богатшие Ангва нас на российскую финансовую иглу посадили. А что мы сегодня видим? Кто с протянутой рукой стоит сегодня? Кто вам мешает созидать? Вы же обещали. Мешает дефицит грамотной власти. Мешают ваши обещания о социальном рае. Народу вы не можете объяснить корни ваших трудностей. Кишка тонка, чтоб правду сказать. Парадахтоп, аурускуя хартадзом, айпшахатраква, ханапырыца хамюпа, ахаянацахюа, абснахтиракхуй, а вас и пыларакачим запайхейт, абсна ахадарака руацк. Вот к чему приводит практика невыверенных обещаний, их раздача налево и направо. Вы заслужили эту клетку, но при чем мы? При чем народ? А антака за Африка икун хозажларха, а колонизаторча рнапырата дрион, а ипшахатраква ахипшил рамап отширква. Из харада их опяхта глазаща. Харт апсуа апхинар глана. Худо-бедно мы двигались вперед, без экспериментов и кардинальных реформ, но стабильно. С 27 мая 2014 года начался аномальный период в нашей современной истории. Если бы государственный переворот трансформировался бы в продуманные реформы, позитивные перемены, эти события мы могли бы назвать революцией. Но нет же, переворот как переворот. К тому же это первое удачное, в кавычках и без кавычек, вмешательство извне во внутриполитические процессы Абхазии. В 2004 году не получилось нас, как с папуасами, так использовали вас виртуозно через 10 лет. Но основная проблема в нас. Желание горе-политиков дорваться до власти оказалось выше национальных интересов. За спиной предыдущего президента договорились по-крупному, а теперь вырваться из выстроенного вами формата «дашь на дашь» вам, этой власти, точно не удастся. В уставах региональных международных организаций, таких как ОАГ, это Латинская Америка, ЛАГ, Лига африканских государств, АСЕАН, Юго-Восточная Азия, предусмотрено, что страна, в которой произошел переворот, исключается из этих организаций. Напомню пример Чили. Военный переворот 1973 года, к власти пришел Пиночет, при этом экономика развивалась динамично, рост ВВП составляет 8%, и тем не менее под давлением США генерал уходит. Авторы государственного переворота в Абхазии даже не подумали, что они рискуют сделать свою страну изгоем. И без того одни проблемы с международным признанием. Сговорившаяся против Ангваба на тот момент разноликая фронта почти развалилась.
Власти не до работы, друг друга ужиться во власти не могут, отношения выясняют. Разочарование в народе нарастает, но кризис еще не назрел, когда большинство народов цепится в горло тех, кто разваливает нашу страну. В нашей истории были периоды, когда властолюбцы, недальновидная политическая элита, амбициозная и тщеславная уничтожала собственное государство в моменты зенита. История повторяется. Идеальной власти не бывает. Но власть нынешняя – находка для оппозиции. Мы понимаем, что только таким путем могла прийти к власти такая непрофессиональная команда. А сколько хамства и наглости с первого дня. Тотальная зачистка не своих кадров. А как же своих революционеров надо было трудоустроить и укорениться во власти надолго? Один из высокопоставленных лиц в государстве говорит о том, что им сложно работать из-за того, что многих сотрудников, работавших при прошлой власти, сохранили. На нас смотрят, как на временщиков. Все, что бывшая оппозиция поносила год назад, это отношение к использованию российской финансовой помощи, проблеме нефти, инертных материалов, экологии, возобновлению железной дороги через Абхазию, теперь трансформировалось в приоритеты развития при теперешней власти. Сначала похоронили Конституцию, затем обещали конституционную реформу, ухватились за ее якобы самое важное звено – местное управление, превратили Генпрокуратуру в карательный орган, на суды направлено жесткое давление. Своих преступников, убийц, финансовых мошенников выпускают на свободу, зато Вадим Матуа, чьи плоды деятельности вводятся в строй, становятся объектом мести со стороны власти. Красные ленточки перерезаются, а имя бывшего президента под жесточайшим запретом страшненько его упоминать. И все это очень по-государственному. Анпаб ишхацхра разинеозу абсыра хрукуцбон. Ярбан схрару ехал абсыры взывашцо. Нейртарымам корашко фюркит. Вивибич бамайерза. Вы государственники, вы любите свою страну, но покажите, как это должно быть. Многие понимают, что они обмануты, но хотят, чтобы этому злу противостояли амцахаровцы. Они пока еще подождут, мало ли. Абсурах дырцоды вибич бамайерза ахада и хыбра апенджерку пышшос. Неоднократно в парламенте и вне парламента я останавливалась на проблеме развития реального сектора экономики. Это важно по всем параметрам, понимаю, в том числе с точки зрения создания новых рабочих мест. Козыряла этой проблемой бывшая оппозиция с таким опломбом, мол, Англаб не использует российскую финансовую помощь для развития реального сектора экономики. Чего сейчас молчим? Удалось договориться по этому вопросу, к примеру. Вы же сильные договорщики. Со дня переворота истекает год. Кстати, предвкушаю, как наше славное телевидение этот великий день сфальсифицирует. Знаете, у меня такое ощущение, что мы все в зале ожидания какого-то вокзала или аэропорта не уезжаем, не улетаем, а тупо ждем чего-то. Ахара анбаарыштвы. Вы можете быть только потребителями. Обещали направить страну на саморазвитие. Как успешно используются труды Центра стратегических исследований. Центр рисует тяжелую экономическую ситуацию, подведя ее к заключению, что виновата прошлой власти в том, что у вас не получается. Один пример, видевший Абхазию с высоты птичьего полета, не состоялся, но вписал в трудовую биографию статусный штрих. Его отблагодарили за расходы на абхазский бунт и государственный переворот, а потом отставили. Нынешний пример: 3 года был депутатом в округе, где я живу, конкурировали мы с ним на выборах в парламент. Но как можно конкурировать с такими деньгами? Обещал жителям Сухумского округа номер 6 асфальтировать все их дороги. Авось получится, денежный мужик, и большинство избирателей проголосовали за него. К чему это?
За 3 года пусть покажет хоть 1 квадрат положенного на его деньги асфальта в городе Сухум. Ничего не сделал. Я говорю, ничего не сделал, подчеркиваю, ничего из своих обещаний своим избирателям. Ничего не сделаете, теперь занимая премьерское кресло. Кто-нибудь знает, почему происходят те или иные назначения? На Сухумском пятачке слухов полно, а народ в полном неведении о кадровых играх во власти. Не будет никакой команды и впредь, потому как полное неприятие профессионалов, не участвовавших в перевороте, потому как несколько источников формирования нынешней власти, то есть не один президент формирует команду, потому как против анклава объединились политические силы, которые в обычном формате несовместимы. Товарищи, властимущие, ваши субботники предполагают именно такое обращение. Не заморачивайтесь вы концепцией социально-экономического развития. Расскажите народу членораздельно о своем плане действий в экономике, здравоохранении, образовании. Переходите к делам, словоблудием своим вы уже достали. Проявите компетентность хотя бы в одной области, в одной. Кстати, что происходит в здравоохранении? Если год назад люди с тяжелыми заболеваниями, онкобольные, с заболеваниями сердца и так далее, имели шанс при поддержке государства получить квалифицированную медицинскую помощь в России, сегодня многие обречены. Хочу обратить внимание контролирующих органов, депутатов, журналистов честно разобраться в вопросе с бесплатным лечением пациентов в наших больницах в течение первых 3 дней. Сомнения мои связаны с тем, что врачи жалуются, что у них даже ваты нет и физраствора, и что медикаментов они стали получать гораздо меньше. А как же заверение министра? Может получиться так, что первые 3 дня пациент не получает необходимую помощь, его просто обманывают, а врачи не осмеливаются на претензии к министерству. На мой вопрос, почему главврачи молчат и не говорят открытой ситуации, в одной больнице мне ответили: понимаете же, нынче времена какие, они боятся потерять свое место. Лицо нынешней власти – это АГТРК. Ну, вы все об этом сказали, но я свою лепту тоже внесу. Это АГТРК. Главным образом ее руководитель. Незаконное увольнение, политически мотивированное увольнение, подавление коллектива, его раскол, интриги, сплетни, сокращение вещания на абхазском языке – это все ходжава, но не все еще. Ни позиция парламента, ни общественное недоверие, огромное количество подписей народа, ни суд, ничего не было услышано Хаджимба. Ни премьер, ни президент не могут решить проблему одного человека, ставшей уже проблемой всего общества. Нормальные люди понимают значение нашего телевидения для всех нас. Другого, более значительного медийного инструмента у нас нет. Уже само назначение на эту должность такого человека говорит о том, что консолидация общества, преодоление тяжелейших политических и психологических последствий раскола общества не является приоритетной задачей власти. Я вижу, вы не хотите мира в обществе. Иначе чего вы ждете? Как легко уволили министра внутренних дел и начальника УВД? С Ходжава спрут посложнее. И народу неведомы тайны этого и многих других назначений. Одна моя знакомая часто про себя говорит: я не последний веник в этом государстве. Возможно, шутит, возможно, нет. Но я о себе в связи с телевидением, ставшим зомбирующим орудием в руках мифотворящей, забравшейся дамы. За что уволена я, Ирина Агарба. Одним росчерком пера Ходжав отменила объявление о Хаджихараха. Оказалось, что это непростой вопрос, потому как говорит народ по этому поводу. С кем она советовалась? К ее креативу, видать, этот анахронизм не подошел. Есть варианты решения этого вопроса, но кому нужно мнение народа? Народ нужен для площади, для митингов, для того, чтобы реализовать амбиции группы людей. Вы, власть теперешняя, будучи в оппозиции, не слезали с экрана нашего канала, а теперь решили глотку нам перекрыть. Недолго так будет продолжаться. Вы своим бездействием ускоряете взрыв общественного недовольства. На телевидении должен быть баланс и в подаче информации, и с тем, что там должны работать профессионалы, чьи политические взгляды не совпадают с вашими.
Зомбированию общества с помощью телевидения нужно положить конец. Власть пытается изо всех сил подпитать политический гипноз, который сбил с толку страну. Оппозиция должна активно участвовать в телевизионном информационном пространстве, а не появляться эпизодически для отчета власти. Смотрите, мы же пригласили на прямой эфир лидера оппозиции. Ищите идиота в другом месте. Возвращение к нормальному диалогу в обществе, с моей позиции, невозможно, пока власть в руках лиц, символизирующих жесткий раскол в обществе. Друзья мои, если так продолжится, государство надо защитить от такого руководства. Кто это сделает? Прежней интеллигенции, единой, зубастой, бескорыстной у нас уже нет. Она давно другая, к сожалению. А между тем новые угрозы замаячили перед нами. Теперь враги нашей независимости по неподтвержденной информации пытаются купить инакомыслие в Абхазии. Купить оппозицию, сделать ее ручной. И это будет началом нашего конца. Власть еще до своей легитимации загнала себя в угол, она на крючке. Все понимают, о чем я говорю. Нынешняя оппозиция должна быть умнее и патриотичнее. Уверяю вас, во многих случаях деньги пахнут. Последнее все. Партия Амцахара имеет большие заслуги перед страной. Опыт политической борьбы. Правда, она переживает непростые времена. Должно произойти обновление партии. Руководству партии нужно внятно объяснить народу, чего она добивается на этом этапе развития. Надо вернуть былое доверие к партии. Если этого не произойдет, я думаю, вы на меня не обидитесь, реально появление нового оппозиционного движения, новой политической силы, которая сможет взять ответственность за ситуацию в стране. Я имею отношение к ряду ошибок прежней власти, которые сегодняшней властью были гипертрофически растиражированы и привели к тому перевороту антиконституционному, который совершился 27 мая. Я внимательно слушал те выступления, которые были сегодня, и хочу сказать, что разделяю те позиции, которые были сказаны, но есть одна мысль, которая меня не оставляет и которую я сформулировать еще не готов, но поделиться с ней я могу. Вот надо продумать над тем, что, будучи оппозицией, пытаться найти какие-то рычаги воздействия на власть, взаимодействия с ней, чтобы ситуация не усугубилась. И мы особое государство. И давайте скажем прямо, нами очень многие в мире восхищались, что такая маленькая страна смогла выстроить все атрибуты государственности, смогла защищать свои интересы. Мы катастрофически это теряем после 27 мая 2014 года. То есть есть стремление и главная цель сохранить ту страну, которая есть. Вот у нас эта цель сегодня есть. И то, что есть созданный фонд, то, что есть Амцахара партия, Гарри Харитонович, я все-таки очень надеюсь, что вот Ира в этой части правильно говорила, сегодня ваша партия оплот. И, конечно, хотелось, чтобы реформирование позволило бы, чтобы она оставалась этим оплотом, вокруг которого можно было бы объединиться. И вот в самом начале Алхаз Кыциня сказал, что представитель АРО, здесь есть. Я думаю, это тоже очень серьезно и очень важно. Может быть, это один из шажков таких, когда начинать работу. Надо забыть очень многое. Может быть, затянуть где-то пояса и понять одно. Речь идет о судьбе Абхазии. Той Абхазии, за которую столько было отдано. Нам всем нужно сделать так, чтобы главной мыслью, главной целью нашего существования было будущее наших детей в свободной, независимой, процветающей республике Абхазия. Спасибо. Съезд политической партии Амцахара, заслушав и обсудив доклад председателя партии Гарика Харитоновича Саманба и выступления делегатов съезда, посвященных сложившейся социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране, и учитывая, что действующее руководство Республики Абхазия во главе с Хаджимба, несмотря на десятилетнюю борьбу за власть, победив на выборах, оказалось не готовым управлять государством, а главное, не смогло объединить общество
более того, взяло курс на разделение граждан по признакам политической лояльности к властям, проявило полную некомпетентность в управлении экономическими и социальными процессами в стране. Вместо обещанных обществу кардинальных реформ системы государственного управления в целом и в отдельных отраслях в частности, отодвинула этот процесс на неопределенный срок. Приступивший к президентским обязанностям Хаджимба вместо конкретных инициатив по законодательному обеспечению баланса ветвей власти стал внедрять авторитарные методы управления, несравнимо худшие, чем те, которые критиковал, будучи лидером оппозиции. Вместо обещанного отказа от политики иждивенчества поставило абхазское государство в полную зависимость от финансовой помощи Российской Федерации. Несмотря на пропагандируемые новые небывалые возможности для развития страны, возникшие после подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, не смогло добиться ощутимых положительных изменений. Без тщательной законодательной проработки вопроса об определении правового статуса вернувшихся в восточные районы беженцев и интегрирование их в абхазское общество, предложила парламенту обсудить проект закона, который по существу будет укреплять их политические и социальные связи с враждебным нам государством Грузией. В нарушении данных обещаний не предусмотрела в принятом на текущий год бюджете необходимые расходы по развитию аграрного сектора и в целом села, как основы сохранения народа, его языка и традиций, в том числе источника демографического роста. Не сумела обеспечить вместо обещанных 15 тысяч рублей национальной пенсии даже своевременную выплату, существующей в размере всего 500 рублей, и заработной платы работникам бюджетной сферы, при этом неоправданно многократно превысив расходы на пополнение фонда самого президента. Не представила не только программу борьбы с криминалом, но и допустила масштабный рост преступности, в том числе по тяжким видам, разбойным нападениям, грабежам, а также не смогло предпринять меры по улучшению ситуации с дорожно-транспортными происшествиями, в которых массово гибнут граждане. Не разработала план по противодействию распространению наркомании и борьбы с наркотрафиком, которые приобретают масштабный характер. Не разработала обеспечивающий прозрачность на законодательной основе порядок приватизации объектов государственного, а значит народного имущества. Несмотря на громкие заявления и обещания до прихода к власти, так и не смогло решить вопрос о статусе и функционировании сухумских санаториев МВО и РВСН, в результате чего более 1500 граждан Абхазии, в том числе высококвалифицированных специалистов, продолжают оставаться безработными. Не изменила ситуацию с поборами денег в учреждениях здравоохранения, более того, допустила существенный рост требуемых взяток. Не разработала комплексную государственную программу улучшения демографической ситуации. Поставила государственное телевидение в полную зависимость от желаний Ходжава, незаконно занимающий пост руководителя АГТРК и превративший национальное телевидение в рупор Хаджимба и его сторонников, в то же время умышленно замалчивает им же поднятую в период оппозиционной деятельности
тему создания общественного телевидения Абхазии, не смогло обеспечить открытие готовых к эксплуатации объектов социальной инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, построенных по комплексному плану социально-экономического развития Абхазии до перехода к власти Хаджиба, а также искусственно инспирированными уголовными делами препятствуют завершению работ на других важных объектах, таких как Гудаутская районная больница. При полной разрухе коммунального хозяйства во всех городах республики отказывается от бюджетного финансирования этой отрасли, что грозит массовыми отравлениями населения и отдыхающих в курортный сезон и свидетельствует о равнодушии и цинизме власти, только на словах проявляющую заботу о народе. Без широкого общественного обсуждения в закрытом режиме пытается решить вопрос об условиях возобновления работы Сухумского аэропорта. Не решает вопрос о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между восточными районами республики и абхазо-российской границей, что создает крайние трудности населению. Не обеспечила решение вопроса о собственности Ингурской гидроэлектростанции. Несмотря на жесткую критику предыдущих властей, не предприняла мер по вопросу сохранения 5 пограничных переходов с Грузией, что свидетельствует об умышленной политизации этого вопроса и степени ответственности действующей власти перед народом. Считая, что установившийся путем государственного переворота режим не смог обеспечить данные народу обещания, поэтому проводимая им политика независимо от мотивов стала всенародной, съезд решил: первое. Одобрить доклад сопредседателя политической партии Амцахара Гарика Харитоновича Саманба. Второе. Потребовать от президента Республики Абхазия отставки Кабинета министров и назначения премьер-министром представителя оппозиции на основе подписанного им предвыборного соглашения кандидатов в президенты. Третье. Требовать от руководства республики включение в состав комиссии по конституционной реформе и рабочих групп по подготовке отраслевых соглашений, вытекающих из договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, представителей оппозиционных сил, в том числе партии Амцахара. Формирование рабочей группы по разработке отвечающего современному этапу развития государства избирательного законодательства о правовом статусе беженцев, вернувшихся в восточные районы Абхазии, с включением в рабочую группу представителей оппозиционных сил, в том числе партии Амцахара. Подготовки нормативного акта, определяющего перечень должностей, с которых могут быть уволены лица в связи со сменой власти. Представление для общественного обсуждения программ по экономическому, социальному, демографическому развитию, борьбы с коррупцией и преступностью, противодействию наркомании. Разъяснение необходимости многократного увеличения размера резервного фонда президента Республики Абхазия, немедленного освобождения от занимаемой должности генерального директора Абхазской гостелерадиокомпании, создание рабочей группы из числа специалистов и представителей общественных и политических организаций, в том числе и партии Амцахара, по разработке правовых основ создания общественного телевидения Абхазии. Четвертое. С учетом социально-экономического положения населения Республики Абхазия, предстоящего курортного сезона, вернуться к обсуждению итогов выполнения руководством Республики Абхазия выдвинутых съездом требований в конце сентября текущего года, а при необходимости на всенародный сход. Пятое. Съезд партии Амцахара принял решение об участии партии
выборах всех уровней. Принято 5-м съездом политической партии Амцахара 22 мая 2015 года в городе Сухуми.